Саламатсыз be. 2 bilet. Ha? Bu- Türkistan'dan. Армысыздар, құрметті достар. Мен атым Эркен. Мен Саха жерден Түркістанда келдім. 2 ай болдым. Бүгін біз Арыстан мавзолейге келдік. Так, мы уже 2 месяца в Туркестане и еще до сих пор не сходили на мавзолей Кажа Ахмет Исуи. Это самая достопримечательность этого региона. И мы прочитали, что перед тем, как ехать на мавзолей Хаджа Ахмеда Исуи, надо сначала посетить мавзолей Арстам-Баба. Арстам-Баб – это сподвижник Мухаммеда, и он, как гласит легенда, Мухаммад со своими подвижниками сидели и кушали хурму, и одна хурма упала на землю, и Мухаммад поднял его и сказал, вот эту хурму надо передать человеку, который будет распространять ислам в Центральной Азии. Кто может передать его через 400 лет? И никто не сказал, никто не согласился. Потом один человек сказал, если вы попросите у Аллаха 400 лет жизни, я могу ему передать. И это был Арстам Аббаб. И он взял этот хурму, сохранил 400 лет и, соответственно, передал Кажа Ахмед Исуи. И взяв вот эту хурму, там только косточки остались, Кажа Ахмед Исуи сказал, Ахмед, перед тем, как ко мне прийти, люди должны сначала посетить вас. Поэтому перед тем, как ехать на мавзолей Кажа Ахмед Исуи, сначала надо посетить мавзолей Арстам-Баба. Это место находится час езды от Туркестана, рядом с село Атараш, но тут очень много разных аулов. Очень хорошее место. Сегодня погода тоже прекрасная, поэтому мы решили сегодня здесь быть. А завтра планируем посетить уже сам мавзолей. Ну или послезавтра, посмотрим. Так что поехали. Вот сам мавзолей. Очень большой комплекс. Здесь, получается, кладбище тоже есть. Территория такая большая, ухоженная. На входе встретили углу. Попросил, дал нам наличку и сказал перевести ему на Каспий. Мы перевели, он говорит, пойдемте. Мы сейчас сказали, подойдем туда. Вот кошка сначала ко мне сидела, потом пересела в мавзолее. Это единственное животное, которому можно заходить в мечеть. Кошка. Мысок. Hoca Arslanbab, Laşınbab, Karabab, Arslanbaba, Balşa. Ученики, да. Шермеда хранитель. Хранитель. Вы здесь работаете? Да. Туристов много? Много. Много, да? Это музей есть? Музей сейчас пойдем. Музей, говорят. Так, вышли из мавзолея и музей там посетили. Есть экскурсовод, все рассказала, но там снимать нельзя, поэтому не стали снимать. Еще были в мечети, там Мулла прочитал молитву. Оказывается, он работал в Якутии на вахте по молодости. Вот. И вот здесь рядом сразу есть колодец. Сейчас попробуем там. А так, есть еще другой колодец, это в другую сторону. И хотим тоже завтра туда поехать и проверить там. Иногда бывает вода, иногда не бывает. Поэтому интересно тоже завтра проверить его. О, куры. Барю трахвай. Бисмилля. Солоноватая, да? Соленая вода, да? Полезная? Все выпить надо. Угу. Надо еще.
Да, теплая. Не ледяная. Все, рахмет. Да? Тогда чем больше пить, тем больше помогает, наверное, да? Баклажка жорық та деп кетесіз. Точно. Кожаға шүгей. На. Так, вот напротив комплекса есть вот такая асхана. Купили плов, пообедаем и обратно поедем домой. Это Атырашский район, час езды от города. Дорога очень хорошая, автобан. Несмотря на то, что дорога не республиканского значения, но все равно здесь тоже построили автобан. Там есть места, конечно, где ремонт идет, но в целом нормально. Завтра поедем в другую сторону уже от города. Колодец у Кашаата, это такое тоже священное место, где вода то есть, то нет. И если по прибытии там, если будет вода, то это очень хороший знак. Поэтому завтра поедем и проверим. После этого уже покажем сам город Туркестан и мавзолей Хаджа Ахмед Яссауи. Так что будьте с нами. Вот купили плов, похожий на наш домашний якутский плов. Да, все, воспользуемся. Рядом, ну, вот с комплексом очень хорошо все обустроено. Много магазинов, кафешек. Туристическая инфраструктура, да, подготовлена как бы. Даже есть гостевые дома, Конагуй, несколько. Все, поехали обратно. Добрый день, сегодня выезжаем в сторону Укашаата, там комплекс целый с колодцем и тоже с мавзолеем. Находится в другую сторону, в сторону Кентау, в сторону гор едем, получается. Дорога уже другая, не автобан, а двухполосная, и на выезде из города немножко плохая дорога была. А так на трассе вроде нормально. Сегодня с утра туман был, хотели пораньше выехать. Вчера солнце было, сегодня туман был. И вот немножко уже рассеялось, поэтому решили вот выехать. Тоже где-то час езды от города. Так, вот поднялись на гору, поднимаемся. Есть асфальт, но снег лежит. Выехали из села Карнак. И вот такая вот дорога. Опа. 20 километров осталось. Вот барашки кушают. Жена говорит, больше я не буду кушать барашек. Они такие милые, говорит, маленькие, пухленькие. Так вот, подъехали к колодец Укашаата. Памятник охраняется государством, находится вот на горах. Здесь рядом есть город Кентау. И, как я предполагаю, это название от широких гор, да, вот это Кентау. И вот, когда мы поднимались, да, вот именно видели очень много вот таких холм, сопок и так далее. Сейчас поднимемся вот туда по лестнице и попробуем набрать воду из колодца. Все, поехали. Ассаламу алейкум. Вот, набрали воду. Не всем она приходит. Сколько человек там было? 6 человек, да? Из 6 только двоих. Вода была у меня, еще там женщины. Так что я очень благодарен. Этот колодец 9 века здесь стоит. И она вот такая особенность, не всем дают воду. Так что мы набрали вот с собой. Вот подъехали к мавзолею Кашаата. Он тоже был сподвижником Мухаммада. И он был таким сильным, крепким батыром. И враги по религии не могли найти его уязвимое место. И благодаря его жене, она каким-то образом рассказала, что у него тело уязвимое, когда во время утренней молитвы. И во время утренней молитвы враги отрубили его голову, и голова скатилась по горе, и в том месте образовалась вот этот колодец.
И вода набирается, как я говорю, не всем. Если вода пришла человеку, значит он пришел сюда с благими намерениями, и его пожелания исполняются. Так, вот рядом с мавзолеем, с колодцем есть вот такое хозяйство. Есть верблюды, лошади, коровы, все есть. Вот коровы, хозяин ходит там. И здесь связь не ловит, поэтому для садака надо наличку с собой взять. У нас как раз наличка была. Поэтому возьмите с собой наличку, потому что через QR-код не заплатите. Ну, невозможно оплатить. Вот человек живет по кайфу на священном месте. Сколько хозяйства у него. И коровы, и вот лошади, и верблюды, и бараны, наверное, тоже есть где-то. Так, мы сначала приехали только сами, и после нас сразу две машины подъехали, две разные люди. И вот все вместе зашли в колодец. Там есть парень, молодой работник, молитву прочитал и сказал: давайте по очереди. Вот, и хотели снимать там внутри колодца, сказал, что нельзя снимать, поэтому не снимали. И вот так интересно получилось, что все три машины в одно время приехали, а так машин очень мало, людей очень мало, по идее, здесь, но как-то так получилось, что все троем в одно время зашли в колодец. И вот парню, работнику, как раз всех вместе, короче, принял. Вот такие чудеса. Так, сегодня играем в волейбол. Сегодня у меня последняя игра, послезавтра уже уезжаю. Поэтому хочу вам показать спортзал. Ребят, сегодня 3 команды будет. Студенты. Это студенты института. Гостеприимство, да? Где учитесь? Ау? Какой институт? Мы Да. учимся в универе. Туризм. Второй курс. Да. Гостеприимство. Да, туризм. Да. Не. International University Tourism and Hospitality. Молодцы. Так, вот такие ребята, в основном все казахоязычные. Ассаламу алейкум. Валейкум ассалам. Так, кто у нас тут еще есть знакомый? Вот молодые ребята, в основном все молодые. Это вот. Пару слов туда-сюда сделай, YouTube канал. Расулбек, салам алейкум. Ассалам алейкум, алейкум ассалам. Қалайсыз? Жақсы, брат, а өзің қалай? Ну вот так вот, короче. Сегодня 3 команды, будем играть. Это стадион, ой, спортзал Дадажан-Ата у нас называется. Sekiz 13. Dokuz 13. Прием. Молодец. Доброе утро. У нас начинается 3-й день съемок. Мы живем в этом доме, район Жаңакала. 3-комнатную квартиру сняли за 200 тысяч тенге. Вот площадка игровая, все есть. Ну, на каждом дворе есть площадка. Это вот центр, здесь сразу Туранмол. Ну, все рядом.
И вот на каждом дворе есть вот такой магазин, Алюметик называется. И там есть список товаров, которые социально значимые, да, ну, по недорогой цене. И они по всему городу на каждом дворе. Вот этот большой спорткомплекс, там бокс, бассейн, тренажерка, все есть, но там абонемент только годовой. Вот машина моя стоит, греется. И вот мечеть построили, строится, заканчивает сейчас. Узбекистан построил. Очень большой, красивый мечеть. Ночью его свет включают. Подсветка красивая. Вот с такими вот минаретами. Вот. А эта дорога пошла уже на старый город. Сейчас мы поедем тоже по городу и съездим до Караван-Сарай, до мавзолея Хаджи Ахмед Яссауи. Завтра уже уезжаю. Так, сейчас хочу показать торговые ряды возле нашего дома. Тут очень много магазинов. Прям строительные магазины, ателье, продуктовые магазины, несколько штук есть. Прям горячий хлеб тоже тут сразу продают. Стоматология есть, бильярдная есть, компьютерные клубы, даже пивной бар есть. И, короче, мы постоянно сюда ходим. Цветы продают, торт продают. В общем, туркестанский малый бизнес очень хорошо работает именно вот в нашем доме. Прям вот вечером все светится, допоздна не работает. Тут есть манты номер один, есть пекарня, где выпечку продают. Сити-фуд есть, и тут бургеры продают. Аптеки тоже 3 штуки. В общем, все, что нужно человеку, все рядом есть. Вот даже постаматы Каспи есть. И сейчас мы пойдем вот туда. У нас там мусорай рядом сразу с домом. Вот туда дочка тоже ходила. И есть там тоже дворец школьников. Позавчера у нас была солнечная погода, вчера был туманный день, а сегодня у нас снег идет. Вчера ночью, когда я из волейбола возвращался, вообще дождь шел. Так что все 3 дня разные погоды. Вот здесь у нас получается мусорай, это ледовый дворец. Все очень дешево там, до 1000 тенге можно час кататься, арендовать коньки. И вот самое главное хочу показать, вот дворец школьников, вот там есть все кружки: математика, физика, грэпплинг, гитара, вокал. Наша дочка туда ходила на фортепиано, индивидуальное занятие, 2 месяца отходила, говорит, очень ей понравилось, поэтому в Астане тоже попробуем ее отдать фортепиано. Вот здесь у нас получается Арбат туркестанский, она отсюда идет прям до конца города, нового города. Вот стоит Турал Молл, торговый центр, там кинотеатр, тоже все там есть. И вот здесь стоит этот стадион Туркестан Арена. Вот там немножко видно, вечером тоже светится, тоже большой стадион по международным стандартам построенный. Так что вот в этом маленьком городке, в новом городе Жанакала, все, что нужно человеку, все есть. Поэтому сейчас мы поедем в сторону старого города. Там у нас есть караван-сарай и мавзолей Хаджи Ахмед Яссауи. Все, поехали. Так, вот стоит новая мечеть. Очень большая мечеть. По идее, по городу очень много мечетей. И вот она самая большая, новая получается. И по идее, здесь мало людей. Где-то чуть больше 200 тысяч человек живет. Но в таком маленьком городе вот построили такую большую мечеть. И вот дорога, связывающая старый город с новым городом. Тут также есть очень много автосалонов разных фирм. Несмотря на то, что город маленький, все равно вот эти фирмы представлены. И сын ходил у нас в футбол в старом городе. В субботу-воскресенье туда возили его. Иногда сам на автобусе ездил. Очень много парков, больших парков. Мы сколько ходили, народа всегда не было. Вот с той стороны Жибек Жалы у нас новый парк. И здесь тоже вот парк. В
В общем, для людей общественного пространства очень много здесь. Вот, как видите, дорога шестиполосная, ровная. Здесь даже есть Риксос Туркестан, сеть отелей, да, представлен. Поэтому город такой живчик. Так, вот Риксос Туркестан стоит. Цены, говорят, тоже не такие дорогие. Недавно приезжал сюда Ермек из Алматы, здесь останавливался, говорит, цены вообще, оказывается, нормальные. И тут же сразу есть торговый центр. И вот есть спортивный комплекс имени Бигзада Саттарханова. Это первый олимпийский чемпион независимого Казахстана по боксу, по-моему, в Афинах. И вот этот проспект тоже называется имени Бигзада Саттарханова. Это самый главный проспект, связывающий два города, да, старый и новый. Это по аналогии как этот Астаны, наверное, да, левый и правый берег, потому что вот там новый город, а там старый город. Сейчас мы доедем до Международного казахского турецкого университета. Там у нас студенты из Якутии учатся давным-давно, уже протопали тропинку, да. В данный момент в Туркестане находится около 50 человек. Но некоторые в Кентау сейчас под курсе, а некоторые учатся в другом университете гостеприимства и туризма, а в основном ребята учатся вот в этом университете. Вот видите, большой казахский флаг на флагштоке, и вот сам университет, крыши такие как мавзолеи тоже, да, вот. Очень хороший университет, очень много факультетов, институтов, инженера, медики, туризм тоже здесь есть, так что можете тоже приехать здесь учиться. В Туркестане в основном ребята молодые казахоязычные, по-русски очень плохо разговаривают, и мало кто разговаривает, поэтому вот так вот с местными ребятами сконнектиться очень сложно, потому что я не знаю казахский, они не знают русский язык, поэтому сложно было. Но вот волейбол играл с ребятами, в основном тоже все на казахском разговаривают, группу добавили, и в группе вот все на казахском общаются, я вот текст копирую, потом на переводчик перевожу, и так вот понимал некоторые слова. Так что, ну, в принципе, все понимал, и играл вот несколько раз с ними в волейбол играл, вчера вот была последняя игра, так что, в принципе, нормально можно общаться, можно выучить. Здесь вот тоже парк, тюркский парк, парк тюрков называется. Вообще город Туркестан это считается столицей тюрков, потому что на казахском языке город называется Тюркистан, да? Тюркистан, тюрки это тюрки, а стан это сторона, соответственно, сторона тюрков. Мы очень много смотрели про Туркестан, когда перед тем, как туда ехать. Ну, давно я уже смотрел, и у меня идея была вот здесь немножко пожить, посмотреть, и, соответственно, эту идею мы сейчас воплотили. 2 месяца здесь пожили, так что все нормально. Вот стоит караван-сарай, самый популярный такой туристический центр города. И мавзолей тоже тут рядом сразу в центре города стоит. Все, заезжаем на территорию караван-сарая. Вот стоит мавзолей. Покажи. Вот там. Вот там видно. Тут очень много музеев. Мы уже были в музее Хаджи Ахмед Иссауи. Вот справа стоит театр. Драмтеатр. Несколько театров, насколько я знаю, здесь тоже. И здесь есть университет, Международный университет гостеприимства и туризма. Тут тоже наши студенты учатся из Якутии. Это вот самое сердце Туркестана, вот это место. Так, вот за нами стоит музей Хаджи Ахмед Иссауи. Мы тот раз здесь были с детьми. Вот там стоит мечеть и парк первого президента. Очень большой парк первого президента. Она идет прям несколько километров туда, вглубь. Также вот здесь этот визит-центр, где туристы покупают билет туда-сюда. И
сам университет, который я говорил, Международный университет гостеприимства и туризма, вот в таком прекрасном здании стоит, тоже старинном. Да, вот подходим к мавзолею, там есть касса. Вот здесь касса на музей, а на мавзолей другая касса. Здесь летом очень много людей. Мы видели видео, там очень много людей гуляет. Сейчас зима, поэтому людей мало. Да и сегодня погода тоже не очень хорошая. Ассаламу алейкум. Касса хайда? А? Касса вот сюда, на мавзолей. Там, да? Так, мы сколько здесь лежали, отдыхали, почти 2 месяца, да, ждали последние дни. И вот последние 3 дня решили все это быстро-быстро все заснять, съездить. Вот вчера, позавчера и сегодня. По идее, сначала сразу хотели сюда приехать по приезду в мавзолей. Но прочитали, что надо сначала съездить вот в мавзолей Арстан-баб, потом только сюда приехать. Поэтому только сейчас приехали. Самый последний день, да, моего пребывания в Туркестане. Так что все успеваем. Раньше Туркестан был столицей Казахского ханства. Здесь было очень много исторических событий, очень много войн за это место. И здесь проходил шелковый путь, поэтому здесь вот караван-сарай, тут базар, торговля, все здесь проходило, поэтому оно имеет для казахов очень такое место сакральное, да, историческое, поэтому очень много людей со всего Казахстана едут сюда, вот по этим святым местам, вот мавзолей Арстан-баб, мавзолей Упаша-ата и вот, соответственно, мавзолей Хаджи Ахмед Исои. Каждый год очень много, именно у них паломничество называется, потому что трехразовое посещение мавзолея Хаджи Ахмед Исои считается хаджем, одноразовым хаджем в Мекку, поэтому люди по несколько раз сюда приезжают и совершают паломничество. Вот этот, видите, здесь написано Кажа, да, Кажа Ахмед Исаи, Ясауи на казахском, а здесь на русском уже написано Ходжа Ахмед Ясави. То есть вот так вот меняется на разных языках имя такого великого человека. Так мы посетили мавзолей Хаджи Ахмед Исаи, вход оттуда. Ходили, там сидит тоже мулла, читает молитву. Внутри не стали снимать, потому что, наверное, запрещено и неудобно. Билет стоит для граждан 1000 тенге, для неграждан 2000 тенге. Мы сказали, что из Туркестана, поэтому с нас взяли по 1000 тенге. Хайтан Гальдигит, я говорю, Туркестан, 2000 на двоих сказали. Вот такое большое сооружение. Здесь также захоронено несколько казахских ханов, поэтому это место имеет очень священное место для всех казахов. Но не только казахов, многие приезжают, говорят, из Узбекистана, с Кыргызстана, с Турции и так далее. И здесь входная арка недостроена, потому что Тамерлан умер, и вот строительные лесы так и остались на стенах. Так, вот, наконец-то мы посетили это священное место, мавзолей Хаджи Ахмед Исаи. В чем заключался успех Хаджи Ахмед Исаи? Он распространял ислам в Центральной Азии не в чистом виде, да, как она есть, а именно с учетом местных традиций, с учетом местных обычаев, ритуалов и так далее. Поэтому ислам очень быстро распространился в Центральной Азии, и, соответственно, Хаджи Ахмед Исаи стал таким великим человеком среди мусульман Центральной Азии. Вот на выходе есть такая сувенирная лавка, магнитики, четки, браслеты, все есть. Вот эти похожи на наши якутские. Только у нас здесь конские волосы. По жузам, когда се продают улу жуз, орто жуз.
Вот так вот Жаңакала ночью все светится, вечером. Вот наши магазины, которые я днем рассказывал. Иду на тренировку крайнюю в Туркестане. Тренируюсь в центре Олимпик центр, там есть тренажерный зал. Три раза в неделю. Понедельник, среда и пятница. Сегодня пятница. Ой, среда точнее. Вот еду. Потом в Астане уже буду тренироваться. Сегодня и вчера дождь, снег. Завтра, чтоб на трассе, главное, гололеда не было. Вот такой спортивный центр, Олимпик центр называется. Большой зал здесь. И много маленьких залов тоже. Теннис, дзюдо и так далее. Машин много вечером. В данное время сейчас проводится чемпионат республики по шахматам для детей. 10 дней проводится, сказали. Вот здесь есть большой зал. И там весь зал полностью столы для шахматов. Саламатсыз бе? Сегодня еще ребята пригласили из волейбола посмотреть матч Кайрат Алматы и Арсенал. На завтра уезжаю, поэтому отказался. Час ночи будет. Сахалар там пришли, раздеваются в раздевалке. Вот так, много народу сегодня тоже вечером. Ассаламу алейкум. Кімге? Якутияға ма? Ребят, Якутия. А вот тренер Заманбек, хозяин зала. Салям, достар. Отлично, отлично. Как у вас? Клиентов много. Много-много, видите? Занимаемся. У меня сегодня крайняя тренировка, завтра уезжаю уже. Все. YouTube снимаю. Балду. Давай, бро. Че, как дела? Нормально все. Сами как? Да, нормально. Вот YouTube снимаю. В YouTube снимаете? Да. Базар. Завтра уезжаю уже. Куда? В Астану. Якутию? В Астану. В Астану? Да. Так Удачи. что передай привет людям. Передаем привет всем подписчикам. Ставьте лайки. Ага, молодец. Вот сахалар келдилер. Дәрі? Егоров Айдын деймін. Ұнтар. Үмкіту көрін әжауын. Қазақстанға. Түркистаннан Горакка. Herhalde Ayşe Varavut. Herhalde. Kimliğini kapatacağız, yakamda görün yani. Менің атым Байсеш Егорден, бәйім Мұнтартан жауын. Анна Түркістанға туризм деген үйраққа берінен. Kalk kurkunu. Асты көспін. Şöyle. Еще я. Молодец. Yara. Kimliğini kapatacağız, kamyona. Бұлам демін Мұнтартан жау. Kamyona. Международный туризм деген. Басты курс бұл. Kamyona. Kalk kurkunu. Бастығы деймін. Sen de namına. Постоянно. Это мой однофамилец Эверстов Арсен. Ара? Здравствуйте. Ага, Жара, кырдык сендер де. Мен Эверстов Арсен деймін. Туризм университеті берінен 2 курсқа. İki kuşka. 2 курс. Şöyle evladın ona. Şey білән. Білән. Onda en kesere. Бұл мас рестлинг туга хамай надалах тереле деп курдук. Бұл Түркистанна бастыкы маннык токкалла. Помоскалла. Она нерек болған эксклюзив чигене бу токка. По всему югу Казахстана деп курдук. Еще я так. Астана удай. Бұл
Тохтяхави, частичка нашей родины с нами Девгурдык. Этот помост пришел из Алматы. Нам его привез друг Эркина, да? Ага. Ну, он спонсировал, да. Да. Эрмек спонсировал нам этот помост, и мы ему очень благодарны. И это, так сказать, частичка нашей родины к нам сама приехала. Вот. И тут будете сейчас заниматься? Да, да, будем заниматься. Так, по приезду в Туркестан ребята попросили меня посодействовать в приобретении помоста для массрестлинга, сказали, хотим позаниматься. Оказывается, в Туркестане вообще не развитый этот вид спорта. И я вот нашел компанию, которая занимается изготовлением вот такого помоста в Алматы. И вышел ребятам с просьбой, кто может там помочь, проспонсировать. И первым откликнулся Ермек Исупов из Алматы. Проспонсировал, потом нам привезли его на машине грузовой. И вот договорился со спортзалом, и здесь поставили его. Вот двукратный чемпион алматинского цеха. В этом году тоже планируем ехать туда большим составом из Туркестана. Я с Астаны, возможно, приеду в Алматы. И вот мои ребята там должны все забрать, все призы должны забрать, короче. Дай помост. Şey, atak mahagaratik irgan hawslulak standartan. Atak ohoy de bangor buttara egen. Sponsor dav kiya kamaktal. Вот эти ребята в детстве в школе оба занимались массрестлингом. И вот сейчас разминаются перед стартом, хотят показать выставочный, схватку выставочную. Оба сунтарские ребята. Жаль, что они не могут участвовать в чемпионате Казахстана, потому что нет ВНЖ, нет гражданства. Только на цехе могут участвовать. О, настоящий профи. Так, в Туркестане массрестлинг не развит. Я хочу, чтобы местные ребята вот здесь, которые тренируются, тоже начали заниматься и представляли Туркестан на чемпионатах Казахстана. Ну, тот раз ребята попробовали, но пока еще не понимают. Вот ребята только начинают приехать с каникулов. И, возможно, кто-нибудь, хотя бы пару человек заинтересуются и будут участвовать впредь в чемпионате Казахстана. Профессионал объясняет молодому спортсмену, как надо тренироваться. Вот парень Архамжан, тоже кушты, мыхты парень. Все, давай, передай привет моим подписчикам. Передай привет. Привет. На казахша можно. Да, все, давай, качайся хорошо, чтобы это. В следующий раз, чтобы ты меня победил в массрестлинге. А то он такое здоровье, а мне проигрывает в массрестлинге. Все, давай. Ага. Все, сегодня пораньше закончил, потому что надо готовиться к дороге. Со всеми попрощался. Кого знаю, сказали, что в Астану приедут. Напишут, позвонят ребята некоторые. Со своими братишками с Якутии должны встретиться в Алматы на цехе в конце мая. Вот, все. Увидимся в Астане. Древний город, вечный город Туркестан.
Ты сокровище Востока, ты Востока, талисман.